20 сентября начался прием заявок для участия в крупнейшем проекте Башкортостана «Ешлек-шоу». Организаторы приглашают принять участие молодых исполнителей республики в возрасте от 16 до 30 лет. Обсудим детали прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня вместе с нами Ольга Филиппова, обладатель серебра на шоу «Цзоугуан-2019», обладатель китайской правительственной награды, единственный представитель России на конкурсе и единственная иностранка. Кроме того, участник самого главного шоу страны «Китайского голубого огонька» 2019. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, Ешлек-шоу в этом году проводится в 28-й раз. В чем особенности? Особенности в том, что в этом году Ешлек-шоу проводится на всероссийском уровне при поддержке правительства и главы Республики Башкортостан. Мы проведем туры в 11 регионах Российской Федерации и зонах Республики Башкортостан. Какие предусмотрены призы? Для победителей мы приготовили 300 тысяч рублей, для обладателя второго места 200 тысяч рублей и третьего места 100 тысяч рублей. Много ли заявок поступило с 20 сентября? Заявок поступило много, но в основном большое количество заявок поступило из Зауралья. И именно 5 октября или 6 октября мы поедем туда, чтобы посмотреть на всех конкурсантов. С чем вы связываете такой большой интерес именно с Зауралья? Потому что именно оттуда поступило огромное количество заявок. 28 лет проводится шоу, у него очень большая история. Посвятите, пожалуйста, те, кто впервые слышит об этом проекте, о чем они должны знать. Должны знать о том, что, естественно, мы набираем людей, которые исполняют, молодых исполнителей, которые поют на башкирском языке от 16 до 30 лет. Фестиваль направлен на раскрытие башкирского языка, на более продвижение башкирского языка по России, может быть, даже по всему миру, чтобы узнали люди больше о башкирском языке, башкирской культуре, башкирских песнях. Ольга, расскажите, пожалуйста, про график отборочных туров. Каким образом строится он? Хорошо. График отборочных туров вы можете посмотреть на сайте Ешлек-шоу. 27 октября Пермский край, 28 октября Свердловская область, 29 октября Челябинская область, 30 октября Курганская область, 1 ноября Ханты-Мансийский автономный округ, 3 ноября Оренбургская область, 4 ноября Самарская область, 5 ноября Саратовская область, 6 ноября Республика Татарстан, 14 ноября Санкт-Петербург. Кто из известных артистов также принимает участие в организации проекта? В жюри, вы имели в виду, в жюри будут сидеть такие известные башкирские артисты, как Рустам Гизатулли, он же является продюсером проекта, Занидин, Анжелика Якусева, Ольга Филиппова и Элвин Грей. Какие критерии будут предъявляться к конкурсантам? Мы рассматриваем исполнителей, наверное, прежде всего авторской песни. Мы будем рассматривать тех, кто исполняет в более современных обработках, очень хорошо, ярко выглядит. Мы хотим поднять уровень башкирской эстрады. Ну, а какая атмосфера сейчас между жюри? Вот о чем вы можете рассказать? Между жюри очень дружественная атмосфера. Мы очень заинтересованы в том, чтобы найти новых людей, чтобы им помочь, чтобы продвинуть, чтобы действительно помочь башкирской культуре стать популярной в России. Какие-то, может быть, интересные проекты от участников уже заявлены, там вот современный рэп, например, да, или еще какие-то другие форматы? Я думаю, что мы еще только начали, и мы об этом расскажем позже. Как будет проводиться информационная работа, да, все-таки такой большой график по отборочным турам, и Башкортостан, и российские регионы, где можно следить за новостями? Вы можете следить за новостями на официальном сайте Ешлек-шоу. Что там можно будет увидеть? Всех победителей каждого отборочного этапа, и также кто проходит дальше, и что будет в финале, какие у нас ждут концерты. У нас будет очень много open-air'ов с участием башкирских звезд. Что это за такой подраздел Open Air? После каждого отборочного тура состоится Open Air в данном регионе, в данном районе. По окончании? По окончанию, да. Где победители отборочного тура смогут выступить на одной сцене с башкирскими звездами.
Вы сказали, что Ешлек-шоу направлен и на то, чтобы поднять уровень башкирской эстрады. А какая проблематика сейчас, да? В чем проблема? Возможно, не очень качественные аранжировки. Может быть, нам хочется, чтобы это было более современно, более модерн, более на хорошем, на российском уровне, на достойном уровне. Я считаю, что, наверное, это одна из минусов на данный момент. Но все исправимо. Какие рекомендации вы можете дать участникам проекта Ешлек-шоу? Участникам проекта Ешлек-шоу я хотела бы дать рекомендации не бояться, идти вперед и обязательно прийти к нам, обязательно участвовать у нас и показать себя, показать свой талант, открыться. Мы вас ждем, мы вам обязательно поможем, увидим у вас талант, раскроем его, улучшим его. Некоторым участникам, которые будут готовиться к гала-концерту, мы даже сделаем аранжировки. Можете ли вы поделиться своим опытом? Все-таки у вас очень такой большой профессиональный опыт. Угу. Какие-то ошибки, которые, может быть, вы совершали, и можете посоветовать участникам, чтобы они их не совершали? Как быть уверенным на сцене, да? Как преодолевать этот страх, требования к композициям, которые у них есть, помимо того, что это авторские работы, что еще? Я бы хотела посоветовать участникам не учить песни за 2 или за 1 день до исполнения. То есть песни должны быть все-таки уже накатанные. Вот это, наверное, одно из главных, потому что все-таки конкурс — это волнительный процесс в любом случае, и участник должен быть уверен в тексте, уверен в себе, уверен в мелодии и исполнять уверенно. Вот это, наверное, одна из частей, которая должна быть именно исполнена. Ольга, вы сказали, что не за 1, не за 2 дня нужно учить песни, да? А за какое время тогда нужно начинать подготовку? Поделитесь своим опытом. Ну, по-хорошему, конечно, нужно начинать, хотя бы месяц должен быть, по-хорошему, да. Но я вот заметила, был первый тур, и у нас были все ребята с авторскими песнями. Это очень меня удивило, это очень классно, потому что ребята сочиняют песни, это на самом деле очень хороший показатель для конкурса, потому что творчество все-таки это прежде всего, наверное, свой авторский материал. И, наверное, если они сочиняют сами песни и поют свои же песни, они, конечно, реже, наверное, будут ошибаться там в тексте или что-то. И, наверное, эту подготовку к конкурсу они начнут задолго, заранее. А вот ваш личный опыт, как вы готовитесь к конкурсам? Вот, допустим, в Китай. Как начиналась подготовка, как там все было, можете рассказать? Да? Конкретно тот конкурс... Давайте, да, обсудим. Нет, ну там было, конечно, не так, как должно было быть все, потому что я поехала на первый тур, я не знала о том, что это конкурс. Я поехала просто выступать, мне пригласили, сказали, что приезжай, выступай на телевидении, просто пригласили как артиста. Я выступила, подготовилась хорошо, у меня было 2 недели. Я подготовила русскую песню, китайскую песню. Приехала, как оказалось, это был конкурс, и я выиграла этот тур, как оказалось, я даже не знала об этом. И дальше у меня было только 3 дня для того, чтобы подготовиться к следующим 3 турам, которые шли каждый день, получается, подряд. Ольга, что было самым сложным за эти 3 дня? Самым сложным за эти 3 дня было то, что мне нужно было выучить 6 китайских песен, народных песен. Китайская народная культура — это совершенно другая культура, это сложный жанр исполнения и текст. Я не владею китайским языком, я разговариваю на английском языке в Китае. И это для меня было самым сложным. Я как бы справилась, может быть, естественно, мне нужно было больше дней. 3 дня, чтобы выучить 6 произведений, это как-то было сложно. Но в таких экстремальных ситуациях человек, в принципе, собирается и выдает что-то хорошее. Таким образом я получила серебро. Но мы все-таки не будем советовать экстремальные ситуации, да, провоцировать участников Ешлек-шоу. Все-таки они будут говорить на родном и петь на родном языке. Да? На чем тогда им нужно сконцентрировать свое внимание? На перформансе. То есть их подача. Да, их шоу, в принципе, шоу, даже если это 1 человек, должно быть ярким. То есть это костюмы, они должны как-то подготовить, чтобы все было вместе как бы красиво, эстетично и смело и ярко.
Отборочные туры, когда пройдут, да, они будут проходить практически до конца ноября. Когда будет гала-концерт? Гала-концерт состоится 20 ноября 2020 года в концертном зале «Башкортостан». Мы выберем победителя. Это будет первая часть гала-концерта. И второй частью мы уже будем сами выступать. И тоже выступят и конкурсанты, и звезды. Ольга, спасибо большое за подробный рассказ о крупнейшем проекте Башкортостана «Ешлек-шоу». Будем ждать новостей. Спасибо. Это была программа «Интервью» в эфире БСТ. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.